Кыргызстанский парламент вызвал на ковер министров правительства. В центре внимания убийство бизнесмена Саймаити в Стамбуле и резко ухудшившаяся криминальная ситуация внутри самого Кыргызстана. Машина, на которой ездил Саймаити, была на дипломатических номерах. Это же ЧП, что объявленный в розыск человек ездит на машине посла. А мы что, молчать должны? Новые подробности нападения на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане. Большинство из нападавших были местными жителями. Первыми отвлекать пограничников вышли женщины-джихадистки. Еще одна этническая казашка нелегально перешла китайскую границу и попросила убежище в Казахстане. Ее история точь-в-точь повторяет произошедшее с Айрагуль Саудбай. Последняя родина так и не помогла. Обвиняли меня в частом посещении Казахстана, в торговле близ границы и в общении с иностранцами. Иностранцы – значит казахи. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Правительство Кыргызстана сегодня вызвали в парламент. Депутаты потребовали предоставить информацию об убийстве фигуранта журналистского расследования радио «Азатык» о выводе из страны $750 миллионов Айркена Саймаити. Вопросы у народных избранников были не только по этому происшествию. По их словам, криминальная обстановка в стране в целом стала критичной. Лидер одной из парламентских фракций даже предложил отправить Кабмин в отставку. Узнать, что об этом думают члены правительства, перед заседанием попыталась Джибек Бигалиева. Чингиз Азаматович, а как вы прокомментируете вот эту историю, которая в Турции произошла? Давать интервью министр иностранных дел сегодня явно не хочет. Такого скандала кыргызская дипломатия не припомнит давно. Так что желающих задать вопросы главе МИДа много и внутри, в зале заседаний парламента. Сегодня сюда специально вызвали всех министров и главу Кабмина. В Турции убили Саймаити, который в Кыргызстане не заплатил 5 миллиардов сомов налогов и был объявлен в розыск. У убийц обнаружили паспорта Кыргызстана. Машина, на которой ездил Саймаити, была на дипломатических номерах. Это же ЧП, что объявленный в розыск человек ездит на машине посла. А мы что, молчать должны? Речь идет о гражданине Китая, имя которого упоминается в громком журналистском расследовании об отмывании $700 миллионов из Кыргызстана. Уже после его убийства выяснилось, что Саймаити уже полгода находился в розыске и при этом разъезжал на внедорожнике генконсула Кыргызстана в Турции. Его убийцы, по версии турецких властей, тоже кыргызстанцы, но в Бишкеке это официально не подтверждают. Мы сейчас все расскажем, а по гражданству спрашивайте у государственной регистрационной службы. Эти вопросы не ко мне. Но в госрегистре рассказывать об этом журналистам отказались. Говорят, эта информация секретная. Ничего нового о загадочном убийстве фигуранта журналистского расследования министр не рассказал и депутатам. Ответов на эти и многие другие вопросы в парламенте не могут получить давно. Я бы обратился к лидеру фракции большинства Исея Маркулову. Это ваше правительство. Человека убивают. В шахте Кадамжая гибнут люди. Обнаруживаются фальшивые паспорта. Бюджет не пополняется. Цены на уголь растут. Хотят повысить тариф на электроэнергию. Где ответственность за все это? Поэтому, коллеги из коалиции, вы должны на своем заседании рассмотреть работу своего правительства и отправить его в отставку. Или давайте сформируем новую коалицию. Мы так и будем просто стоять со списком нерешенных проблем. Премьеру припомнили последние убийства бизнесменов в Бишкеке и даже сравнили Кыргызстан с Сицилией. Однако в правительстве считают, что милиция работает неплохо, а преступность растет только на бумаге. Просто регистрация преступления, она у нас на сегодняшний день поставлена на очень прочную основу. Введен такой единый реестр преступлений и происшествий, который регистрирует практически все. Практически все. Поэтому, возможно, количество зарегистрированных таких случаев, оно больше. Как вы справляетесь с работой? Сейчас послушаем. Ну как вы думаете, насколько обоснована критика в ваш адрес? Ну, сейчас послушаем, какая критика будет в отношении нашего адреса. Вы как-то оцениваете? Естественно. Ну как вы оцениваете свою работу? Сейчас скажем. Вся эта история с дипломатическими номерами, убийством Айркена Саймаити вызвала столько вопросов из-за главного героя материала журналистов Раима Матраимова. После расследования радио «Азатык» его считают одним из самых могущественных людей Кыргызстана. Проверку имущества бывшего замглавы таможни Финпол не может закончить вот уже больше полугода. Родственники Матраимова работают на разных высоких должностях, а его приближенные люди, бывшие коллеги, сейчас возглавляют таможенную службу и считают, что Матраимова обвиняют необоснованно. Я ничего не могу сказать. Тут должны работать правоохранительные органы, и считаю, что эти обвинения беспочвенны. В итоге, так и не получив ответы на многие вопросы, депутаты перешли к рассмотрению бюджета страны. С темой отставки правительства в парламенте, видимо, решили повременить до следующего ЧП. Джибек Бигалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан.
Новые подробности нападения на заставу Ишкобод в Таджикистане. По информации нескольких источников радио «Свобода ОЗОДИ», только 6 нападавших из 20 прибыли из Афганистана. Остальные оказались местными жителями. Источники, близкие к расследованию на условиях анонимности, также сообщили, что выяснена и причина атаки именно на эту заставу. По словам источников ОЗОДИ, один из боевиков когда-то служил в пограничных войсках Таджикистана, и местом службы была именно застава Ишкобод. Он знал расположение постов, арсенала и всех строений, и это могло облегчить боевикам операцию. Источники ОЗОДИ назвали только именно подавшего – Анвар. Мужчине было примерно 30 лет. Целью боевиков якобы было огнестрельное оружие, с помощью которого они могли совершить еще несколько нападений по всей стране. Я напомню, 20 боевиков напали на погранзаставу Ишкобод 6 ноября в 3:30 утра. Среди них были 3 женщины. По информации источников радио ОЗОДИ, погибли 5 пограничников и 1 сотрудник милиции. По официальной информации властей, 15 нападавших уничтожены, еще 5 задержаны. Несколько дней спустя ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Источники радио ОЗОДИ также рассказали и о том, как происходило нападение боевиков на погранзаставу и операция по их уничтожению. С нами на связи по скайпу из Душанбе наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, привет. Расскажи, действительно ли среди боевиков были и местные жители? Никаких фамилий местных жителей источники ОЗОДИ не называют. Например, они подтвердили только то, что 4 автомобиля, на которых прибыли к заставе нападавшие, были куплены в столице страны неким Искандаром, без фамилии. Он якобы был частным предпринимателем на крупнейшем столичном вещевом рынке Корвон. Некоторое время назад мужчина продал свою лавку на базаре за $13 тысяч. Как раз на эти деньги он и купил эти 4 автомобиля. Анушервон, собственные анонимные источники рассказали журналистам радио ОЗОДИ, как развивались события во время нападения. Расскажи, что им стало известно. Да, Шавкат, как рассказали журналистам ОЗОДИ, боевики якобы несколько часов перед нападением провели в соседнем населенном пункте. Уже поздно ночью они на 4 автомобилях выдвинулись к заставе. Первыми к постовым для отвлечения внимания отправили 3 женщин. Их имена известны. Это Рохбар Бакиева, Малухат Хайдарова и Зулгумор Джумаева. Женщины притворились заблудившимися. Когда постовой спустился со своей башни, одна из них ударила его ножом. Ну а дальше началась перестрелка, в которой погибли участковый милиционер и 5 пограничников. Правда, власти пока подтвердили гибель только 2 человек. Остальная операция повторяет практически официальное заявление погранслужбы. Анушервон, со дня нападения прошла ровно неделя, но официальные власти Таджикистана до сих пор не провели пресс-конференцию, не сделали никаких заявлений, не объяснили жителям страны, что вообще произошло. О чем это может говорить, как ты думаешь? Действительно, 2 коротких заявления погранвойск страны в день нападения – это все. Больше власти Таджикистана ничего не сообщали. Из-за информационного вакуума возникло огромное количество версий. Например, в соцсетях обсуждалась и такая версия, что нападение было инсценировкой властей. Мы сегодня поговорили о молчании властей с главным редактором газеты СССР в Душанбе Сайофом Мизробом. Кстати, в этой газете сегодня опубликовали фотографии 3 убитых боевиков и назвали их имена. Давайте послушаем, что он говорит. Кто как хотел, так и начал писать и говорит об этом. Вы знаете, дело дошло до того, что вообще вот эти наши горе-идеологи, горе-информаторы, которые должны были снабжать нас, журналистов, хотя бы вот государственной СМИ информацией, они порядком попортили имидж государства. Дело в том, что они ничего никому не давали, а из слухов вот наша еврооппозиция взяла там и сделала там несколько репортажей, то бишь это поставленная ситуация, то бишь там само государство все это построило, никакого нападения не было. И имидж государства, между прочим, в первый раз, я вот такую ситуацию не помню. Знаете, кто защитил? Вот исламское государство. Когда они официально заявили, что да, это их рук дело. Добавлю лишь, что в день атаки на погранзаставу президент Рахмон совершал визит в европейские страны. Он уже вернулся в столицу, но до сих пор от него также нет никаких заявлений по этому поводу. Анушервон, большое тебе спасибо. Всего доброго.
Какова ваша роль в сохранении государства и укреплении его границ? С такими вопросами к руководству Кыргызстана сегодня обратились депутаты сел Баткенской области и гражданские активисты. Представители приграничных районов требуют реальных действий от властей. Чем недовольны местные жители и те, кто их поддерживает, расскажет Дарья Тимофеева. Сегодня власти показывают свою полную недееспособность. Начинают работать только когда гибнут люди. Претензии властям жителям приграничных районов удается высказать обычно после очередного инцидента. На местах население выслушивают большие чиновники, и все как один обещают решить проблему. Но за годы независимости четкими границы Кыргызстана так и не стали. За 28 лет независимости мы ни разу не приходили к Белому дому и не жаловались, не требовали ничего. Мы терпеливый народ, но ситуация на месте с каждым днем становится все тяжелее и опаснее. Давайте отправим туда чиновников, пусть поживут там хотя бы 2 дня, туда, где регулярно свищут пули. Многие участники сегодняшней пресс-конференции еще недавно были незнакомы. Здесь не только жители Баткенской области, но и других регионов. Объединило недовольство бездействием властей. 17 сентября я вышел в поддержку жителей Баткена, но нас задержали, нас обвинили в дестабилизации. Я бы попросил, то есть, впредь не обвинять тех людей, которые выходят, наоборот, за стабильность и сохранение мира, а искать реальные причины. От критики политической верхушки местные власти в Кыргызстане обычно воздерживаются. Сегодня же сразу 2 депутата от баткенских сел решились высказаться. Состав комиссии по делимитации и демаркации границ считают некомпетентным. Разаков, который возглавляет сейчас эту комиссию, был губернатором Баткенской области. Сейчас все его кадры стоят на местах. Пока его кадры не сменят, ничего не решится. 28 лет твердим, и все без толку. Все из-за коррупции. Власть не может обеспечить не только безопасность в приграничных селах, но и даже нормальных бытовых условий, отмечают активисты. Еще 6 лет назад на уровне парламента принимали планы по развитию этих регионов. До сих пор в некоторых районах вода подается раз в день, проблемы с электричеством и дорогами. После нецелевого и нерационального использования правительством грантовых денег Международной ассоциации развития, выделенных для улучшения социально-экономических нужд Баткенской области, в размере 10 миллионов долларов США. Уже не верится, что когда-нибудь этот проект, то есть проект водохранилища, тоже когда-нибудь воплотится. Больше 10 столкновений на неописанных участках только за этот год. Погибли люди. Руководство страны настаивает, что всячески пытается снизить напряжение на границе. К сожалению, большинство участков, именно 46% участка государственной границы с Таджикистаном на сегодняшний день не определена. Там имеются проблемные вопросы, спорные моменты, которые мы всегда проводим путем переговоров и всегда стараемся не допускать конфликтной ситуации. Приграничные вопросы в 2019-м попытались решить на уровне глав государств, но буквально спустя несколько недель после встречи Эмомали Рахмона с Сооронбаем Джейнбековым вспыхнул очередной конфликт. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек. МВД Узбекистана раскрыло предварительные результаты расследования гибели журналиста Давлатназара Рузметова. По этому поводу агентство информации массовых коммуникаций страны созвало специальную пресс-конференцию. Представители МВД продемонстрировали журналистам скриншоты с камер видеонаблюдения отеля, где Рузметов в последний раз встречался с друзьями, и фотографии с места гибели журналиста. Чиновники призвали присутствующих представителей СМИ не политизировать смерть коллеги и назвали инцидент несчастным случаем. Пользуясь случаем, я бы хотел выразить глубочайшее соболезнование семье и близким Давлатназара Рузметова. Есть большая просьба к тем, кто пытается использовать этот несчастный случай в своих предвзятых политических целях. Хотя бы в память об этом человеке мы просим прекратить, потому что здесь все и так ясно. Надо прекратить интерпретировать несчастный случай как покушение на жизнь. Давлатназар Рузметов погиб в ДТП ночи 6 ноября. Спекуляции вокруг его гибели по большей части связаны с его профессиональной деятельностью. Журналист был известен своими критическими материалами в отношении властей. Давлатназар Рузметов тесно сотрудничал с узбекской службой радио «Свобода Озодлик» и за последние 2 года неоднократно подвергался аресту. Ряд правозащитных организаций после трагедии призвали власти провести независимое расследование обстоятельств гибели журналиста.
Когда я говорю о независимом тщательном расследовании, то я понимаю, что речь идет об участии международных правозащитных организаций, которые специализируются на защите прав журналистов либо свободы слова. И я думаю, что если в таком расследовании будут участвовать эксперты этих организаций, если дипломатические миссии будут делать запросы и проявлять интерес, если офис ОБСЕ проявит интерес к этому трагическому случаю, я считаю, что тогда действительно у нас появится какая-то возможность иметь объективное представление. Смотрите далее в нашей программе. Еще одна этническая казашка нелегально перешла китайскую границу и попросила убежище в Казахстане. Ее история точь-в-точь повторяет произошедшее с Айрагуль Саудбай. Последняя родина так и не помогла. Обвиняли меня в частом посещении Казахстана, в торговле близ границы и в общении с иностранцами. Иностранцы – значит казахи. Мы продолжаем. Столицу Афганистана, Кабул, сегодня разбудил мощный взрыв. На воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный неподалеку от здания МВД и Департамента по борьбе с наркотиками. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Акрам Абдукахор расскажет подробнее. Бомба была заложена в багажнике припаркованного возле трассы автофургона. Машина находилась недалеко от здания афганского МВД и Департамента по борьбе с наркотиками. Однако следствие считает, что целью диверсии являлся автомобиль иностранной охранной компании World Guard. 4 сотрудников компании оказались в числе пострадавших. Взрыв был очень сильным, на зданиях в округе выбило практически все стекла. Большинство жертв погибли именно из-за разлетевшихся осколков стекол. Я сам видел, как много жертв лежали на земле. На данный момент власти сообщают о 12 погибших и о 20 раненых. В числе жертв атаки есть дети. Хотя ни одна группировка пока не взяла ответственность за теракт, власти считают, что это дело рук талибов. Накануне руководство Афганистана выпустило на свободу 3 высокопоставленных командиров наиболее радикального крыла группировки «Талибан». Сегодняшний взрыв горожане с горечью называют благодарностью боевиков за добрый жест властей. Это было подарком за освобождение президентом Ашрафом Гани, Анаса Хакани и нескольких других неуправляемых талибов. Я не понимаю, почему это правительство так боится талибов. Чем идти с ними на переговоры и тратить на это деньги? Лучше бы правительство покупало оружие и уничтожило или изгнало бы этих варваров из Афганистана. По факту взрыва афганская полиция начала расследование. Эта диверсия поставила действующего президента Ашрафа Гани под огонь критики. Его оппоненты считают, что главе государства не стоило освобождать высокопоставленных командиров сети Хакани, которых считают виновными в совершении самых кровопролитных терактов в Афганистане. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призывает освободить всех арестованных в связи с событием в селе Койташ. В своем заявлении Атамбаев говорит, что решение об аресте его сторонников и участников тех событий было принято для того, чтобы запугать и заставить замолчать. Власть прекрасно знает, что вышеуказанные люди ни в чем не виновны, а если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти. Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены. Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в конституцию страны. Я напомню, 7-8 августа правоохранительные органы Кыргызстана пытались принудительно доставить Алмазбека Атамбаева на допрос. Бывший президент в тот момент находился в своем загородном доме в селе Койташ и отказывался подчиниться. В ходе тех событий пострадали десятки человек. Сотрудник спецназа Усимбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения, а начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов был серьезно ранен в голову. После того, как Атамбаева задержали, на допросы в МВД вызывались его сторонники. До 9 декабря под стражу заключили бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова. Ряд сторонников Атамбаева арестовали по подозрению в захвате заложники 6 спецназовцев. По этому же подозрению депутата Ирину Карамушкину и Аселька Дуранову поместили под домашний арест. Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Его обвиняют в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Слушание по этому делу состоялось 15 октября. Бывший президент отказался являться на заседание суда.
Еще одну этническую казашку судят за незаконное пересечение казахско-китайской границы. 43-летняя Кайша Акан вырвалась из Китая приблизительно в одно время с другой знаменитой беженкой Сайрагуль Саудбай. Правда, о своем преступлении в правоохранительные органы Казахстана Кайша Акан решилась сообщить только после приговора Саудбай. Все это время женщина следила за судьбой своей соотечественницы. И вот сейчас все-таки рассказала свою историю. Шолпан Оразбекова продолжит. Дежавю в Жаркентском суде Алматинской области. Те же суд, адвокат и прокурор. Это судебное разбирательство отличается от нашумевшего дела Сайрагуль Саудбай разве самой подсудимой. 43-летняя Кайша Акан пересекла казахстанско-китайскую границу без документов еще в прошлом году. По словам подсудимой, на такой отчаянный шаг она пошла из опасения оказаться в лагере политического перевоспитания в Синьцзяне. Я заплатила почти 1 миллион тенге одному мужчине, который обещал мне помочь. Он привез меня к таможне и оставил с торговками. Когда эту группу стали проверять таможенники, одна из них мне сказала, чтобы я опустила голову и делала вид, что толкаю сумки. Во время какой-то суматохи человека, который проверял документы, вызвали. Так я и перешла границу, делая вид, что помогаю с сумками. По словам Кайши, в Китае у нее осталась 70-летняя мать. В Казахстане живет супруг. Кайша на 5-м месяце беременности. Другого выхода у женщины, кроме как бежать из Китая, не было. После нескольких допросов китайской полиции ей заявили, что Кайша должна сознаться в неком преступлении. Именно тогда женщина стала искать людей, которые могли бы ей помочь бежать из страны. На допросе спрашивали, что мы говорим о Китае в Казахстане. Сказал, что по приезду в Казахстан мы критикуем политику Китая. Спрашивал также, почему я за 10 лет часто посещала Казахстан. Я объяснила, что занимаюсь торговлей. Кроме этого, полицейский также задал мне вопрос о том, знаю ли я, что Казахстан входит в 26 стран, опасных для мусульман. На что ответила, что знает только о дружественных отношениях. На последних страницах допроса я увидела надпись «Преступление», а обвиняли меня в частом посещении Казахстана, в торговле близ границы и в общении с иностранцами. Иностранцы значит казахи. Судебное разбирательство о незаконном пересечении границы только началось. Сейчас Кайша Акан обвиняется в умышленном пересечении границы, после чего, согласно обвинительному акту, подсудимая дошла до автостоянки на таможне Харгос на казахстанской стороне и села в одну из машин, чтобы доехать до Алматы. Она также обвиняется в том, что по приезду не зарегистрировалась в официальных органах. Преступление, совершенное гражданкой Китая Кайша Акан, доказано во время следствия. Ее действия квалифицируются 392 статьей, частью 1, то есть незаконное пересечение государственной границы Казахстана. Однако, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, ее полное признание вины и раскаяние являются смягчающим обстоятельством в уголовном деле. Вместе с тем не обнаружено отягчающие обстоятельства, которые могли бы ужесточить ее наказание. Как рассказала сама Кайша, сообщать в органы о своем преступлении сразу она не решалась. Наблюдала за судебным разбирательством в отношении Сайрагуль Саудбай. И только после ее приговора женщина сообщила о себе в МВД. Согласно статье, по которой обвиняется Кайша, ей грозит либо штраф, либо лишение свободы до 1 года с выдворением из Казахстана. Между тем, правозащитники отмечают, что покинуть Китай этническим казахам можно и законным путем. На стороне этнических нацменьшинств уже работают международные законы. Через международные инструменты, потому что Китай тоже присоединился к нескольким документам в области прав человека. Кстати, конвенции против пыток, конвенции против расовой дискриминации. Мы просим содействовать нашему Министерству иностранных дел в освобождении родственников, либо в том, чтобы им разрешили выехать в Казахстан, воссоединиться с членами семьи, которые являются гражданами Казахстана. Поэтому многие были освобождены. Это невидимая работа. Напомню, за аналогичное преступление судили и другую этническую казашку из Китая Сайрагуль Саудбай. Китаю ее не выдали, но и не предоставили статус беженца. В скором времени начнется еще один суд с таким же обвинением, где свою историю расскажут двое этнических казаха Мурагер Алимула и Кастер Мусахан. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.